Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вчера мне позвонили из клиники. Информация, честно говоря, шокировала. Врач-нефролог сказала, что она готова снять диагноз почечная недостаточность с нашего мальчика Ривы. Представляете? Это как снять инвалидность? Еще совсем недавно все врачи, да и все опытные волонтеры убеждали не мучить собаку, отпустить. Я была так поражена, что не могла говорить. В общем, анализы все в норме. И врач сказала, что можете считать это чудом. А я делюсь такой огромной радостью с вами. У Ривы не было шансов выжить с такими анализами. Креатинин за 1000, мочевина более 40. И вот он активный, жадно ест, быстро двигается и любит прогулки. Все вместе мы с вами совершили это чудо. И врачи, и вы с вашей помощью, и волонтеры. Я поздравляю всех. Рива хотел жить. Он сказал мне, когда уткнулся в колени, тогда, в ночи, после самолета. И я поняла его жест, поэтому я не могла пойти на усыпление. Впереди еще длинное восстановительное лечение. Впереди лечебный корм и процедуры с гниющей лапой. Но уже нет гнетущего страха, что придется усыплять. Помогайте, друзья. В клинике уже опять скопился большой долг, и он растет с каждым днем. Пока ему еще надо какое-то время побыть в стационаре, закрепить результаты. Что касается нашей изувеченной девочки, состояние тяжелое после сложной операции. Остается пока в Якутске. Вывести ее нет пока возможности. Мы надеемся, что якутские врачи вытащат малышку. Конечно, их труд тоже нужно оплачивать. А пока каждый день уход, обработки и также питание. Итак, Рыжик поехал на передержку к нашей подписчице Елене. За Рыжика можно не переживать. Елена очень ответственный человек. Кормление небольшими порциями каждые 2-3 часа, прогулки короткие, так как мальчишка слаб, не может долго ходить, а тем более бегать. Большую часть времени Рыжик спит. Он понял, что в безопасности и отсыпается в тишине и в сытости. Все страшное позади. Я благодарю Елену за такую помощь. Огромное спасибо. Друзья, я обращаюсь ко всем, кто смотрит этот ролик. Повторяется старый сценарий из года в год. Ваша помощь почти прекратилась. Как только спасаешь, распределяешь по клиникам, по передержкам, помощь прекращается. Называется так. Ну, спасли же. А что мне-то делать? Расходы увеличились. Одни счета за лечение какие. И из Якутска за порванную, всю зашитую, перешитую черно-белую собаку. Клиника здесь за Риву, в Москве. Но почему вы меня бросаете в самое трудное время? Получается, не надо было спасать, что ли? Но они бы все погибли. Я надеялась, что вместе мы поможем выжить якутятам. Но карты снова опустели. Счета приходят ежедневно. А чем оплачивать, не знаю. Вопрос риторический. Просто положение отчаянное. Что мне делать, когда присылают счета? Оплачиваешь одни, завтра другие,
А помощь-то уже прекратилась. Мне скажите, пожалуйста, что делать? Ну, значит, не спасать больше никого. Когда спасаю, вы меня поддерживаете, вы радуетесь. Мы вместе с вами радуемся. Но только потом я с ними остаюсь наедине и не знаю, что делать. А это передержка с медуходом. Здесь живут наши девчонки Брафа и Дана. И вот приехали еще двое, и заботы сейчас удвоились. Обработки, перевязки, прогулки. Айсу помыли. И посмотрите, какая она сейчас. Но ничего страшного. Обрастет и будет красавица. На усиленном питании и лечебном питании девчуля быстро поправится. Наша Фина самый сложный пациент. Много глубоких ран. Обработки занимают много времени. Финочка, как и другие, очень терпеливо переносит обработки. Вообще умная, даже мудрая девчонка. Но вот тоже слабая. Много спит, отсыпается после пережитого. Тот стресс, что пережила Фина, когда ее рвали, еще не прошел. У девочки недержание, но хозяйка Ирина имеет большой опыт с тяжелыми больными. Надеюсь, что и с этой проблемой справится. Она часто выводит ее на недолгие прогулки. Думаю, что все будет хорошо.
Всем приехавшим нужно время для восстановления здоровья, восстановления раненой психики. Всем нужны покой, лечение, хорошая пища и ласковые руки. И только с вашей поддержкой мы можем это дать настрадавшимся хвостикам. Друзья, все это не бесплатно, за все надо платить. И поэтому я опять и снова прошу вашей помощи. Прошу всегда, не бросайте их, не забывайте. Привезти в Москву – это не спасение. Я еще раз повторюсь. Вот пример счетов за Риву. Хотя, думаю, многим это не интересно, ведь каждый понимает, что за все нужно платить. За все буквально. Когда Роман ночью привез мальчика в клинику, он назвал первое, что пришло ему в голову – Егор. Но это не имеет значения. Главное, что Рива будет жить. Друзья, помните о них, помогайте им. Я прошу за всех спасенных якутят, пожалуйста.